вместе болеем за Кыргызстан. Спасибо. Чоң рахмат. Урматтуу туугандар, бизде да коноктон колчалар менен тосалабыз. ВФ Федерациянын вице-президенти Эмил Токтогунов колчалар өзгөчө колчалар болсун. Ассаламу алейкум Ордон Ош шаары тургундары, кандайсыңар? Баарыңар жакшысыңарбы? Атайына Ош жергесинде биз канчадан бери турнирлерди өткөрүп келебиз. Мен өзүм да Ош жергесинен көптөгөн окуучуларды тарбиялап чыктым. Ушул Ордолу Ош жерине Кыргызстандын экинчи шаары болуп турган эң кооз жерибизге мына Валентина Шевченко 12 жыл мурун келген экен. Мына эми 12 жашында келген экен. Эми мына канча жыл өтүп чемпионский поезд менен келип атат. Мына бул деген баарыбызга бул поездду көрүп, Валянын кылгандарын көрүп, сиздер деле ойлонуп, балдарыңарды спорт залга бересиңер. Ушу жаш балдар көрүп алып, канчалаган балдар туура жака, спорт жагына барышат. Понять керек. Переведу, что я сказал, Валя, ты даешь нам, молодежи, большую мотивацию, видя тебя, видя твои работы, видя, как ты становишься чемпионом и на мировом уровне в UFC держишь повесть под флагом Кыргызстана. Увидя на это, наше молодое поколение пойдут в спортзалы. Спасибо вам за мотивацию. Спасибо. Дорогие друзья, нужно подчеркнуть то, что Валентина сказал, нам всем дарит этот стимул, потому что, да, друзья, все мы заряжаемся стимулом от этой прекрасной спортсменки. Согласитесь, друзья, Городос! 20 апреля мы уже увидим третьего бойца из Кыргызстана в UFC. Это будет в Санкт-Петербурге, где будут драться Антонина Шевченко и Рафаэль. Давайте тоже бурные аплодисменты. Турнир заберем уже скоро третий пояс. А перед тем, как я расскажу немножечко о футболках, о розыгрышах, я бы хотел бы дать слово, потому что были аплодисменты, президент Федерации WF Ошской области Кылыч Саркарбаев, дорогие друзья. Assalamu alaikum, урматтуу Ордол Ош шаарынын жаштары, СМО, Валентина, биздин шаарга куш келипсиң. Сен биз үчүн, биздин жаштар үчүн, спорт үчүн чоң стимул болдуң. Сени көрүп, сен аркаңда мондай жаштар өтөбүз. Биздин шаарыбыздын башчысы Талайбек Насырбековичке да чоң рахмат учурунан пайдаланып, ушинтип бүгүн сени жакшы шарт жагат бергенине. Анан урматтуу жаштар, мына Валентинанын өзүнүн атынан 3 футболка бар экен. Жакшы суроо бергендерге ошого белек болуп даярданат. Куш келсиңер да. Чоң рахмат. Да, перед тем, как начать вопрос, Валентина хочет выразить благодарность, друзья, давайте ее послушаем. Конечно, я хочу поблагодарить нашего президента Кыргызстана, Кыргызской республики за приглашение. После моего боя в декабре, когда я завоевала чемпионский титул, он лично позвонил, поздравил меня. Мне было очень меня пригласил на мою родину, на нашу родину. И, конечно, я очень счастлива, что я вчера имела возможность сказать лично ему спасибо за это. Спасибо за возможность увидеть вас всех и поделиться своей радостью, нашей общей радостью. Спасибо Федерации ВФ Таймаш за такую организацию, такого чувствую сейчас много чего внутри, и это невозможно выразить словами. Спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо еще раз. Дорогие друзья, давно я уже не проводил бои, давно не орал. Хочется прокричать вместе со мной, чтобы вы тоже вместе. Правда, микрофон немножко отрывками. 1, 2, 3, вот сейчас. Итак, поехали. Такой, да? Валентина! базовой тренировки Тайгер Муай Тай, собственно, где наши победительницы, чемпионки тренируются. И тут
Поменяемся, да? Да, у нас привычное дело меняться микрофонами. Тут уже есть автографы Валентины и Антонины. Давайте поаплодируем, друзья. Давайте с этой стороны. Итак, друзья, как вы сами видите, вот действительно. И все очень просто. Мы попросим Валентину сесть, чтобы было уже удобно. Почетные гости тоже присаживайтесь. Мы будем, собственно, модерировать. Тем, кого не будет слышно, мы, наверное, не сможем микрофоны приблизить к вам. Давайте вот начнем все-таки вот с девушки, вот в очках. Теперь, ребята, смотрите, всего 10 вопросов, и на самые лучшие вопросы мы подарим эти футболочки брендированные. Пожалуйста, девушка, ваш вопрос. Отличный вопрос. Наша красавица хотела узнать мечта детства. О чем вы мечтали ребенком будучи? Знаете, я начала заниматься единоборствами, когда мне было 5 лет, и вся моя жизнь это была в тренировках, я всегда тренировалась, всегда, это моя жизнь, моего искусства, это все, чем я являюсь. Меня часто спрашивают, кем я бы хотела себя видеть, если не спортсменом, если не человеком боевых искусств. И я всегда говорю, что я себя не представляю кем-то другим, потому что боевые искусства, ММА, Муай-Тай – это моя жизнь, это все для меня. И что касается мечты, в детстве я не мечтала, я просто работала. Я работала и трудилась каждый день на тренировках, и это дало свои результаты. Дало благодаря моей маме, которая всегда меня подталкивала, которая всегда давала мне стимул. Конечно же, моему тренеру Павлу Федотову, потому что он человек-профессионал с большой буквы, и он имеет уникальный подход к каждому бойцу, к каждому спортсмену, раскрыть именно его потенциал. Не просто сказать, ты должен работать по этой технике, как все. Нет, он видит изюминку в каждом. И, конечно, я очень чувствую себя счастливой, что в моей жизни были такие и есть такие люди, которые ведут меня в правильном направлении. И я могу ни о чем не думать, только идти вперед, потому что я знаю, у меня очень хорошие... Моя стена, мой дом, моя семья. Спасибо. Ваши аплодисменты. Спасибо. Скажу по секрету, любимый актер Валентины – это Джеки Чан, друзья. Да, узнали, поехали дальше. Это был первый вопрос, а теперь давайте от середины немножко в левую сторону продвинемся. Явно видно, что ярый фанат, но тут другой фанат прыгает. Я не могу ему отказать. В красной кепке. Вопрос. Мы услышим тебя, оттуда вы можете давать. Добро пожаловать в наш солнечный город Ош. Валентина, добро пожаловать в солнечный город Ош. У меня вопрос такой. Вопрос такой. Вы бились с Амандой Нунис 2 раза. Вы бились с Амандой Нунис 2 раза. Засудили 2 раза. 2 раза засудили. Очень нам грустно. Нам грустно. Будет ли третий бой? Будет ли третий? Популярный вопрос на самом деле, его задают везде, где бы я ни была, спрашивают, особенно любят его в Бразилии задавать. Конечно, в будущем этот будет реванш. Да, мы будем еще драться, но на данный момент я хочу сосредоточить все свои силы именно в весовой категории, которая моя. Да? Я выступала в весовой категории 61 килограмм, не гоняя ни одного килограмма, ни одного грамма. 61 килограмм – это мой вес. И я очень ждала, когда UFC наконец-то откроет еще одну весовую категорию, 57 килограмм. И когда они это сделали, вы знаете, для меня появилась возможность реализовать весь мой потенциал. Потому что когда ты дерешься с соперниками, которые выше тебя, тяжелее тебя, по габаритам, это всегда требует больше работы, потому что ты должен знать дистанцию, это всегда опасней. Но в моей весовой категории я чувствую себя, что я могу показать гораздо больше. И сейчас я хочу сделать именно это, для того, чтобы удержать этот пояс, минимум 10 раз защитить его. Это моя задача. Но в будущем, конечно, этот реванш будет, потому что мы еще с командой не закончили.
сұрауны берсең болар еді. Атың кім, жана сұрауны бер. Атым Динер. Валентина Шевченко. Здравствуйте, вас очень любим. У меня есть такой вопрос. Если бы у вас был шанс вернуть прошлое, что бы вы себе посоветовали 10-летней Валентине? Ух ты! То есть, Валентин, возвращаемся на 10 лет назад, да? Поехали назад. Что бы вы тогда посоветовали бы? Классный вопрос, кстати, от Диора. А вы знаете, это действительно хороший вопрос. Что бы я себе посоветовала 10-летним ребенком? Очень сложный вопрос, потому что я не жалею ни о чем, что со мной было. Я не жалею ни о единственном дне, потому что они были трудные, были тренировки очень сложные, были моменты, когда я получала каждый день на тренировках, и я думала, ну почему так всегда, неужели это настолько сложно? Но я шла вперед, я шла всегда вперед, и не знаю, это закалило мой характер, это сделало меня сильнее. И каждый раз, когда я думаю, а вдруг, если бы я родилась в другой стране, была бы я такая же? И знаете, всегда на этот вопрос у меня один ответ – нет. Нет, если бы я родилась в другой Я очень горда и я очень рада, что я выросла, закалилась и получила свое воспитание именно в Кыргызстане. Потому что Да, мы движемся дальше. Давайте к вопросу. Четвертый вопрос будет там, где больше всего. Поднимаем ручки, разгреется громче, вот выше. Что, дорогие друзья, давайте вопросы как раз таки немножко ближе к третьему. То есть, чтобы Валентина больше задумывалась над ответами. Так, залез прям, вылез прям. Давай, задавай вопрос свой. Говори, слышно? Айдер. Жозе Альдо, да, Валентина тоже знает. Еще раз. Он защищал свой пояс 10 лет. Ага. То есть сохранение титула больше, чем Лива. Итак, отвечаю. мне нравится ответ, который уже ответили за меня, она защитит больше. Громче, Это вы ответили за меня. Да, я сделаю все, чтобы защитить больше. И я буду тренироваться сильнее каждый день. Я знаю, что будучи чемпионом, всегда гораздо больше людей, больше соперниц, которые хотят забрать этот пояс. И когда ты чемпион, ты не имеешь ни одного малейшего права для того, чтобы позволить себе тренироваться как-то не так. Как-то прийти на тренировку и подумать, ну я же уже имею пояс, зачем я буду тренироваться сильно? Нет, потому что я знаю, я должна каждый день полностью отдавать себя тренировкам, совершенствовать себя, потому что я знаю, что этот пояс – это наша общая радость. Наши аплодисменты. Давайте сделаем так. Уже прозвучали ответы на 4 вопроса. Я думаю, мы уже сможем одну футболку определить, кому же достается из этих 4 вопросов. Валентин, давайте подумаем. И кому же достанется Про мечту в детстве и... Но я думаю, что все меня поймут, да. Мы общим решением приняли самый лучший вопрос. Конечно, это был самый интересный вопрос из 4. И вот наш победитель. Я тебя поздравляю. И вот Вот тебе, держи. Фирменную футболку от Тайгер Муайта и с автографами Валентины и Антонины Шевченко. Итак, друзья, алғашқы мәке. Автограф бұйырса, алуды жаңадағы алғашқы билікті бізді кешірекке түйер алды бұйырса. Обед вопрос, я позволю тебе. Мне вот почему-то хочется выбрать именно представителя женской половины. Девушка, которая массу прям с фонариком, да? Айдервис, Сурону, без... Сейчас
За чемпионом стоит сильная мама. Вот какое вот слово золотое, которое мама всегда говорила и помогала, чтобы стать чемпионом? Да. Самые сильные направления от мамы, да? То есть, как вас поддерживает мама? Поехали. Мама меня всегда поддерживает морально. Она, в свою очередь, она полностью доверяет методикам и то, как тренирует меня и как меня наставляет мой тренер Павел Федотов. Потому что, как я не устаю повторять, он большой профессионал своего дела. И мама очень доверяет ему. И я думаю, самое главное, даже не наставление, а то, что она дала, это любовь к боевым искусствам. Потому что она не просто мама, конечно, это уже многое. Но она также является президентом Федерации тайского бокса Кыргызстана. У нее много учеников, которых она вывозит на соревнования по тайскому боксу, на чемпионаты мира, на чемпионаты Азии. И она, конечно, знает, какой это тяжелый труд воспитывать спортсменов, воспитывать чемпионов. И самое большое, то, что я ощущаю от нее, это бесконечная поддержка и бесконечная любовь, которую она мне дарит. То есть я знаю, будет хорошо, она будет со мной. Будет плохо, она будет со мной. Человек, который всегда с тобой, тебе дает очень много сил. И я, конечно, очень благодарна моей маме за все, что она мне дала. Спасибо, аплодисменты. То есть, да, действительно, ана толтыр барыңыздар көрдіңіздер, айтып жатқанда мынаки апокесидағы әлбетте айтып отыр, шындығында Валентинаның әр белсенісіне қосылып тұрады. Келіңіздер, жүш, апокесида бір қолчан, барыңыз бергелікті. Браво! Ну что, друзья, мы движемся дальше. Закончился первый блок вопросов. А теперь помните, как мы вначале встречали Валентину. Давайте создадим немного шума. Поехали еще раз. Какой вопрос ты хочешь задать Валентине? Как стать ММА-щицей? Как стать ММА-щицей? Итак, от самой юной вашей погонец, поехали. Как стать ММА-щицей? Ну, наверное, надо заниматься ММА, правильно? Нужно пойти в секцию, купить перчатки, накладки и начать заниматься. Это самый верный способ стать ММА-щицей. Ты станешь ММА-щицей? Я хочу быть ММА-щицей. Это самое главное. Главное – это желание. Остальное будет. Как зовут тебя еще раз? Анеля, да? Анеля, да? Совсем скоро мы увидим тоже чемпионку UFC Анелю. А пока поаплодируем, друзья. Спасибо. Спасибо. Итак, дорогие друзья, родители Анелечки, где родители Анелечки? то есть мы здесь остаемся, да? Все, мы уже определили. Итак, дорогие друзья, 7-й вопрос. Дорогие друзья, 7-й вопрос, давайте вот. Мен мынаке биз жактагы калпак кийип турган биздин жигит мырзадан угуп көрөлүчү, уруксат этсеңиздер. Ошол жерден айтсаңыз болот эле, угулат, биз тыштап турабыз. Вы жить у нас в Кыргызстане. Давайте. Келесизби дейт, мы вас очень ждем, они с нетерпением ждут, и вы хотите здесь жить? Такой вопрос прозвучал. А вы знаете, как я ждала сюда приехать, как я ждала снова дышать воздухом Кыргызстана. Снова кушать каждый день нашу замечательную кыргызскую кухню. Это я ждала 8 лет. Я бы очень хотела жить в Кыргызстане, делать то, что я хочу, гулять по Иссык-Кулю, путешествовать по всему Кыргызстану. Но моя профессия обязывает движение, моя профессия обязывает быть в
центре, там, где бои. Я знаю, что на данный момент в моей карьере я даю себя полностью именно моим боевым искусством, потому что это все, что я хочу. Что же с ним делать?